Вот он, это считается темный воск. Вот это вот он как раз для производства церковных свечей. Вязкий тугой воск в руках этой хрупкой женщины превращается в произведение искусства. Переехав 9 лет назад за город, перед Натальей Паутовой встал вопрос, чем заниматься в селе. Ответ нашел ее сам. Местной церкви постоянно нужны свечи. Домочадцы же не только поддерживают ее инициативу, но и стараются ей помогать. Иногда я привлекаю к работе дочь. Вот она мне помогает, она уже освоила эту технологию, которая является несложной, но такой трудоемкой, поэтому вот ее инициатива была такая, она хотела немножко подзаработать, влиться в это производство, вот поэтому ее иногда привлекаю. Получается семейное, да, такое дело. Тогда, много лет назад, ей казалось, сделать свечу просто. Всего-то нагреть воск да скатать из ниток фитиль. Но оказалось, и материалы нужны особые, и технология плавки определенная. А подсказать что да как вокруг некому. Ведь свечников не то что в республике, в России можно пересчитать по пальцам. Потратив несколько лет только на самостоятельное обучение этому ремеслу, теперь ее творения прихожане местной церкви легко отличают от других по оплавленным кончикам. Настоящий хендмейд. Часто свечи идут не без кончиков. Я считаю, что чуть человек будет стоять там около этого подсвечника, выковыривать там. И я оплавляю вот здесь вот кончики. Вот сюда вот загоняю свечки, вот они складываются сюда. Все вот полностью вот это вот кольцо заполняется. И прямо около простой плитки оплавляются и получаются кончики. Потом человек приходит в храм, все, ему не надо ничего придумывать там. Производство свечей, говорит Наталья, это для души. Поэтому, наладив производство церковных свечек, она принялась выпускать декоративные. Не без помощи своих близких создала в соцсетях интернет-магазин. В нем можно приобрести порядка 40 свечек разных форм и размеров. Мое производство очень простое. Это чистый воск, никаких примесей. Красители я использую пищевые. Свечи эти можно, я всем говорю, всегда можно есть. Когда вы хотите этот воск, вы можете. Там нету ничего, кроме из добавок может быть растительное масло, когда я смазываю формы. Но это бывает редко. И, системным даже такую добавку назвать ее системной нельзя. О будущих планах она говорит с надеждой в глазах. Они и правда грандиозные. Выпускать свои авторские свечи, взяв за основу коми-календарь. И хотя может показаться, что опытный свечник с этим справится быстро, в реальности все намного сложнее. Художника, например, она искала 3 года, а ведь еще нужно отлить силиконовые формы. Впрочем, не без Божьей помощи все это у нее получится, рассуждает Наталья. Иван Дмитренко, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.